Погрузиться в удивительный мир мультипликации, создать своих героев и запустить настоящий интересный и прибыльный проект. На первом мастер-классе талантливым ребятам рассказывает о тонкостях создания мультфильмов. Это не просто мастер-класс, скорее своеобразная арт-терапия, которая вдохновляет, развивает, позволяет почувствовать, фантазировать и создать мультфильм. Учащимся показывают, как из обычного цветного пластилина начинается новая история со своими героями. Вообще, самый легкий способ для того, чтобы анимировать ваши какие-либо историю, допустим, отрывок из сна, да, ну что-нибудь вы хотите, да, сделать, какую-то историю сделать, да. Это самый легкий способ сделать именно из пластилина. Ребятам рассказывают, чтобы собрать один полнометражный мультфильм, порой необходимы сотни фигурок из пластилина. Каждое движение мультипликатору приходится фотографировать. Именно так оживает сценарий. Важно обратить внимание на все детали, чувство пластики и эстетики. Еще один известный способ создания мультфильма – анимация. Тяжелее всего воссоздать грациозность кошки. Над одним мультфильмом работает целая группа талантливых людей. Готовые сцены, готовые персонажи, куклы, разные виды одежды, да, может быть у вас там персонаж сначала был чистым, потом по сюжету он испачкался, и у вас должна быть одежда чистая, должна быть испачканная, и вы ее будете менять. Вот это все нужно в голове держать, над этим всем должен быть какой-то режиссер. Смотрите, мы постепенно от аниматоров, художников, психологов переходим уже к режиссеру. Должен быть режиссер, который смотрит со стороны на всю картину и наблюдает, а не забыли ли мы что-нибудь. Представляете, вы полуторачасовой мультфильм уже закончили, а потом замечаете, мы же забыли ему одежду поменять. Теперь дети понимают, сколько труда в один проект мультфильма вкладывает целая команда дизайнеров и мультипликаторов. Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал оказаться в этом удивительном мире. Мастер-класс сегодня был для меня очень познавательным. Мы изучали все тонкости мультипликации. Я даже не предполагала, что это может тратить столько сил. Это было довольно интересно. Если честно, меня очень удивило это все. Вот столько времени тратить на все это. На создание одного мультика. Да, на создание одного мультика. Столько времени и сил тратить. Я даже не предполагала, честно говоря. А ты задумалась о том, чтобы создать свой проект? Честно говоря, да, я задумалась. И я надеюсь, что у меня в скором времени получится воплотить этот план в реальность. Я даже не знала, когда был маленький, что так интересно и весело создавать мультики. К примеру, я смотрел Белоснежку, там, Барбоскины. Мне не знал, что их так тяжело создавать. Да. И я понял, как это интересно, можно зарабатывать на этом. В Ингушетии медленно, но уверенно развивается мультипликация. Главное, чтобы у детей было желание, а возможности в республике есть. Главное, по собственному опыту скажу, он должен просто загореться этой идеей, да, у него творческая составляющая должна быть, желание этим заниматься. Вообще не стоит ребенка перенаправлять, если он сам хочет заниматься чем-то таким. Дать ему время и посмотреть, насколько он сможет продвинуться, и в идеале даже помочь ему в этом плане. Нужно хоть какие-либо навыки в плане рисования и лепки, чтобы слепить хоть какие-либо персонажи и декорации. Так что для начала необходим какой-либо опыт в рисовании и в лепке из пластилина. Мы планируем такие мероприятия проводить по каждому профильному направлению, которое у нас здесь есть. Это наука, это искусство и спорт. Очень мало специалистов в Ингушетии у нас, которые занимаются этим направлением. Поэтому для того, чтобы заинтересовать ребят, мы приглашаем людей, которые этим занимаются, творческих людей. А для того, чтобы они раскрыли детям основы этой профессии, что она может дать, какие перспективы, ну и вообще, что такое мультипликация, рассказать. Подобные мастер-классы будут проходить и дальше. В свою очередь, Центр для одаренных детей «Олимп» ждет новых учащихся, которые готовы развиваться и учиться новому. Свободные места для обучения есть. Рина Сычуева, Сулейман Костоев. Новости 24.